Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потерял свою мать в 6-летнем возрасте. 50 лет спустя, 50 с лишним лет спустя, а мама пророка, алейхиссалату вассалям, умерла по пути из Медины в Мекку, в месте под названием Аль-Абуа. Так вот, 50 с лишним лет спустя, когда пророк, алейхиссалату вассалям, держал путь обратно из Медины в Мекку, в какой-то момент, по его слову, весь караван, вся армия остановилась. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с ближайшими людьми отошел в сторону. Он отошел и присел возле могилы. Посидел там немного, а потом заплакал. Он стал плакать очень сильно. Он буквально рыдал. Все его тело сотрясалось. Сахабы, бывшие там, знаете, когда вы видите, как тот, кого любите, страдает, это приносит боль и вам. И даже не понимая, из-за чего все это, некоторые сахабы тоже начали плакать. Умар, ради Аллаху анху, не выдержал и подошел, обнял пророка, алейхиссалату вассалям, со спины обхватил его за плечи. все хорошо», успокаивал он пророка, до тех пор, пока он не пришел в себя. Потом они спросили: «Что заставило тебя так плакать, о посланник Аллаха?» Он сказал: «Это могила моей матери. Наш приход сюда напомнил мне о моей маме. Я скучаю по маме, вот почему я плакал». Ему тогда было всего 6, вот сколько времени он успел побыть со своей матерью. И полвека спустя, он уже дедушка на тот момент, он посланник Аллаха, но скучает по маме и плачет о ней. Вот что важно. Перед тем, как жаловаться на своих родителей, перед тем, как проявлять неблагодарность своим родителям, осознайте, какое это благословение родителей. Спросите у того, кто лишился их, что он отдал бы, лишь бы обнять своих маму и папу еще раз.